Здравствуйте! Вы смотрите программу «Закон, парламент, общество». Сегодня в нашем эфире большой телевизионный репортаж, посвященный 14-му заседанию Государственного совета Татарстана 6-го созыва. Мероприятие прошло в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Единственным вопросом повестки дня стало ежегодное послание президента Республики Татарстан Государственному совету республики о внутреннем и внешнем положении Татарстана. В основе стабильного развития республики мощный экономический потенциал, опыт и компетенции, наработанные нами в предыдущие годы, а также поддержка руководства страны и лично Владимира Владимировича Путина. В этом году мы отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Это героическая страница в истории нашей страны. Как в известных строках, нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Действительно, страшная война коснулась практически каждой семьи. 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт, половина из них не вернулась. Мы отдаем дань уважения и приносим слова глубокой благодарности поколению победителей, спасшему мир от фашизма. Наш долг – окружить заботой ныне здравствующих ветеранов, увековечить память о событиях военных лет, о людях, отдавших свою жизнь на полях сражений, обо всех, кто во имя победы неустанно трудился в тылу. Важным событием в год памяти и славы, признанием особого вклада татарстанцев в великую победу и укрепление могущества страны стало присвоение столицы нашей республики, городу Казани, к почетному званию «Город трудовой доблести». Памятными знаками предприятия трудовой доблести отмечены казанские заводы, оптико-механические, электротехнические, пороховой, вертолетный, авиационный, Эликон, Вакуммаш, государственный НИИ химической промышленности, КМПО, Гипро, НИИ Авиапром. 2020 год для сельхозпредприятий Татарстана оказался весьма благоприятным. В республике собран рекордный урожай. Одним из первых закончил уборку урожая Атнинский район, рассказал Рустам Миниханов. Также президент отметил передовые предприятия АПК и лучших комбайнеров и механизаторов. Из муниципальных образований первым завершил уборку зерновых Атнинский район. Аплодисменты Атнинскому району. Лучшими хозяйствами республики стали предприятия имени Нурбаян из Актанышского района и компания «Знакай» из Знакаевского и «Авангард» из Буинского района. Они тоже здесь, тоже поаплодируем, скажем им слова благодарности. Отмечу также Ильдуса Фатхулина, лучшего комбайнера из Заянского района, и Ильгиза Гиньятова, лучшего механизатора из компании Хузангаевская, Алькеевского, руководителей хозяйств, вот все они здесь. И, конечно, в лице вот наших механизаторов, хочу поднялись наши механизаторы и поаплодировали вам за такую работу. Успехов вам, ушла. В сфере АПК необходимо продолжить работу по повышению эффективности сельскохозяйственного производства. Уже есть положительные примеры такой работы. Использование цифровых решений в управлении процессом формирования урожая позволило компании Кальмуждина Мензелинского района за 3 года увеличить денежную выручку на гектар в 3,5 раза. Благодаря технической модернизации в хозяйствах Агросилы и Август энергообеспеченность сегодня на уровне европейских сельхозпроизводителей. Использование кооперативом «Монокорм» Кукмарского района полноценных сбалансированных кормов позволяет обеспечить прирост надоя в личном подсобном хозяйстве на 10 литров на корову в сутки. Тем самым экономический эффект производства молока увеличивается в 1,5 раза, а также облегчается труд сельчанина по заготовке кормов.
Целый ряд стратегически важных проектов реализуется в нефтегазохимическом комплексе Татарстана. В этом году исполняется 10 лет проекту «Танека», инвестиции в который составили более 420 миллиардов рублей. Еще 55 миллиардов планируется вложить в этом году. Благодаря «Танека» сегодня в республике перерабатывается до половины татарстанской нефти. Важным результатом проекта «Танека» также стало создание в республике собственной инженерной компетенции нефтеперерабатывающей промышленности. Отмечая собственные компетенции, следует развивать и в других секторах экономики республики. В условиях усиления конкуренции на мировом и российском рынках полимеров необходимо скорейшее завершение строительства новых и реконструкция действующих производств группы компании «Таиф». Это новый олефиновый комплекс ЭП-600 на Нижнекамск нефтехимия, наращивание производства полимеров на Казани Оргсинтез, а также проекты группы компании «Таиф» по новым генерирующим мощностям. Кроме того, необходимо завершить пусконаладочные работы комплекса глубокой переработки тяжелых остатков «Таиф-НК». Ее запуск позволит существенно повысить глубину переработки нефтяного сырья в республике. Большим потенциалом для роста экономики обладает машиностроительный комплекс республики, где сегодня реализуются крупномасштабные проекты. КАМАЗ вывел на рынок автомобили поколения К5. Готов к серийному производству новый двигатель Р6. Развернуто производство Ту-160М на Казанском авиационном заводе. Зеленодольский завод имени Горького спустил на воду первый в России речное пассажирское судно на сжиженном природном газе «Чайка СПГ», спроектированный Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Рустам Минниханов представил залу и поблагодарил татарстанцев-отличников учебы. Рассказал о том, что сегодня в республике уделяется особое внимание развитию культуры и совершенствованию инфраструктуры в этой сфере. Назрела необходимость провести реконструкцию театра имени Камала, сказал Рустам Минниханов. Уважаемые депутаты, хурматлы депутатлар, особое внимание в Татарстане уделяется развитию культуры, совершенствованию ее инфраструктуры. Среди обновленных за последние годы объектов отмечу Дворец культуры имени Ленина, Саид Галеева, железнодорожников, культурный центр Сайдаш Московский, а также Аллахузовский театр, в котором разместилось движение созвездий Йылдызлар. Проведена масштабная реконструкция Набережно-Челнинского драматического театра имени Аяза Гилязова. Назрела необходимость провести реконструкцию и Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Такое пожелание было высказано. Бережно сохраняя архитектуру и традиции, нам следует более активно использовать современные решения. Главное, чтобы наши объекты культуры стали комфортной средой, в которой хочется проводить время. Ярким примером стала обновленная национальная библиотека, которая объединяет в себя функции книгохранилища и современного общественного пространства. Сегодня это новая точка притяжения населения всех возрастов и самых разных творческих сообществ. Наряду с развитием и укреплением материально-технической базы проводится большая работа по сохранению историко-культурного наследия, поддержке творческих коллективов и деятелей культуры, подготовке кадров для отраслей. Эти и другие приоритетные направления были недавно рассмотрены на первом заседании Совета по культуре и должны войти в проект стратегии развития культуры Татарстана на ближайшие 10 лет. В нашей республике много талантливых ребят. Мы гордимся успехами наших школьников. Так, в текущем году на Европейской олимпиаде по математике среди девушек в составе российской сборной две ученицы Казанского лицея 131, Ралина Юсупова и Розалина Миргалимова, завоевали золотую и серебряную медали. На высшую ступень пьедестала почета Международной олимпиады по информатике поднялся Ильдар Гайнуллин, ученик лицея имени Лобащевского. Отличные результаты по ЕГЭ сразу по нескольким предметам продемонстрировали Инсаф Файзрахманов из Кукмарского района, Никита Алигер из Набережных Челнов, Лейла Надирова из Казани.
Трое из этих ребят здесь. Я хочу, чтобы они поднялись. Мы поприветствовали их, пожелали успехов. Спасибо. Здравоохранение, организация досуга и летнего отдыха молодежи – это еще одна стратегическая для республики сфера. Всего в Татарстане планируют обновить 94 лагеря, каждый из которых станет площадкой для оздоровления нового поколения юных татарстанцев. Наряду с этим для молодежи мы развиваем сеть центров и клубов, реализуем творческие программы в различных сферах, поддерживаем молодежные организации и их инициативы. Местом притяжения для подрастающего поколения стал открытый недавно в Казани экстрим-парк «Урам». Отмечу, что крайне важно работать со всеми категориями молодежи, дать возможность раскрыться, проявить себя, показать свои лучшие качества, чтобы воплотить свои идеи в жизнь и добиться успеха. Важной задачей является воспитание подлинных патриотов республики и многонациональной России, которые гордятся нашей историей и культурой, являются наследниками высокой нравственности и мужества. Сегодня в зале молодые люди, которым мы можем по праву гордиться. Это 15-летний Флорид Садриев из Лениногорска, участник движения «Юнармия», который спас человека в пожаре, и Галимов Ратмир из Чистополя, награжденный медалью «Доблесть и отвага» за спасение 7-летней девочки, а нашему герою самому 7 лет. Я попрошу ребят подняться, поаплодируем. Спасибо. Крайне важно продолжить работу по созданию условий для самореализации молодежи. Это возраст, когда человек имеет себя, ищет себя и в конечном счете определяется с местом для жизни и развития. И мы должны делать все, чтобы они выбирали нашу республику. Совсем недавно с этой трибуны выступала студентка университета Иннополис, которая сказала: неважно, где родился, в Татарстане пригодился. Полностью поддерживая эти слова, мы должны создать все условия, чтобы так было и впредь. Власть должна уметь быстро реагировать на запрос народа, продолжил Рустам Минниханов и поблагодарил татарстанцев за участие в выборах президента республики и органов представительной власти. В ходе выборов было высказано много предложений, и все они должны быть учтены. Уважаемые депутаты, важнейшим общественно-политическим событием в жизни страны, имеющим историческое значение, стало общероссийское голосование 1 июля 2020 года по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Поправки нацелены на укрепление могущества нашей страны, защиту общероссийских ценностей и традиций, закрепляющих социальные гарантии, поддержали большинство татарстанцев. Результаты голосования продемонстрировали высокий уровень поддержки республики и курса нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Итоги выборов президента Татарстана и депутатов представительных органов местного самоуправления, прошедших 11-13 сентября, я расцениваю как высокую оценку работы всей нашей команды. Это доверие, которое мы должны оправдать своими делами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех избирателей за участие в выборах. В условиях высокой конкурентной борьбы различных политических сил и общественных объединений сформированы представительные органы местного самоуправления. Депутатский корпус значительно обновился. В ходе избирательной кампании поступило много предложений. Все они должны быть учтены при реализации муниципальных и республиканских программ. Открытость и отзывчивость – вот чего ждут люди от органов власти. Важно слышать все мнения, а не только те, которые нам нравятся или которые нам хочется услышать. Мы должны учитывать их в работе и
аргументированно доводить до граждан свою позицию. По итогам выступления президента Татарстана, председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин сообщил, что Президиумом Республиканского парламента и правительством в короткий срок будет разработан комплексный план по реализации задач, обозначенных в послании президента Татарстана. В следующем году нам предстоит завершить обновление представительной вертикали, выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва. Рустам Нургалиевич, задача стоит такая, которую вы и поставили, сохранить количество как минимум депутатов Государственного Совета от Республики Татарстан, достойных избрать с той задачей, чтобы отстаивать интересы республики в законодательных представительных органах власти федеральных для решения вопросов, как вы сказали, повышения качества жизни жителей республики и страны в целом. Стратегия 2030, о которой сегодня шла речь, на которую опирался президент, она действует, работает. Это тоже наши совместные усилия, как уже было сказано в докладе, всех ветвей и уровней власти – государственной, муниципальной, представительной, исполнительной и всех наших трудовых коллективов. Рустам Нургалиевич, по традиции, в короткий срок Президиумом Государственного Совета, я уверен, и правительством, будут разработаны специальные планы комплексные по реализации задач, которые были обозначены в ежегодном послании президента нашей республики. Уважаемые депутаты, вопрос повестки дня рассмотрен. 14-е заседание Государственного Совета Республики Татарстан объявляется закрытым. Также в четверг, 24 сентября, в здании Госсовета уже в привычном формате состоялось следующее по счету 15-е заседание Республиканского парламента. Председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец назначена уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан. Полномочия прежнего уполномоченного Гузель Удачиной, которая работала в этой должности с 2010 года, прекращены в связи с истечением срока. В соответствии с законом, Ирина Владимировна, вы приглашаетесь для принятия присяги на трибуну. Прошу текст присяги принести. Бала хокукларын һәм мәнфәгатьләрен ялларга үз вазифаларымны Берләшкән Милләтләр Оешмасының бала хокуклары турындагы конвенциясенә, Россия Федерациясе Конституциясенә, федераль законнарга, Татарстан Республикасы Конституциясенә һәм Татарстан Республикасы законнарына гаделлеккә таяныш һәм намус кушканча башкарга сүз бирәм. Клянусь защищать права и интересы ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Татарстан и законодательством Республики Татарстан, справедливостью и голосом совести. Благодарю вас. Распишитесь, пожалуйста, передайте эти документы нам. И, коллеги, давайте поздравим с избранием. И очень хочется, чтобы те вопросы, которые были заданы в реальной практической работе Ирины Владимировны, были реализованы сполна. Удачи вам и успехов. Присаживайтесь, пожалуйста. По ведению? Всегда можно. Товарищ Удачина здесь. Давайте скажем слово благодарности ей адрес. Вы опережаете, как раз я по тексту и хотел сказать. Хорошо. Гузель Любисовна Удачина. Она здесь присутствует. Давайте аплодисментами поблагодарим за успешную деятельность. Спасибо ей большое. Спасибо огромное. Для избрания на должность судьи Конституционного суда Республики Татарстан председателем Государственного совета представляется кандидатура Удачиной Гузель Любисовны.
Трудовую деятельность Гузель Любисовна начала в 1996 году в Центре экономическо-социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете министров, затем продолжила работу в Министерстве социального обеспечения Республики. С 1999 года трудовую деятельность Гузель Любисовны связана с юриспруденцией. Сначала в должности главного специалиста юрисконсульта Департамента транспорта Республики Татарстан при правительстве Республики. С июля 2001 года в правовом управлении аппарата Кабинета министров в должности заведующего сектором административного права и систематизации законодательства, а затем заместителем начальника правового управления аппарата правительства Республики Татарстан. Гузель Любисовна была избрана на должность уполномоченного по правам ребенка в Республике Государственным советом Республики Татарстан по предложению президента Республики Татарстан 8 июля 2010 года. В июле 2015 была избрана на второй пятилетний срок. Гузель Любисовна стала первым уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан сразу после учреждения данной должности и стояла у истоков создания и формирования Института государственных детских правозащитников в Республике. Прошу поддержать представление председателя Государственного совета Фарида Харуловича Мухаммедшина и избрать удачную Гузель Любисовну судьей Конституционного суда Республики Татарстан. Благодарю вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Слово представляется Ягудину Шакир Шахметовичу, председателю комитета. Комитет по законности и правопорядку рассмотрел кандидатуру Гузель Любисовны Удачиной, представленную председателем Государственного совета, для избрания на должность судьи Конституционного суда Республики Татарстан. Представленная кандидатура полностью соответствует требованиям, предъявляемым федеральным законодательством и законом Республики о Конституционном суде Республики Татарстан. Комитет рекомендует Гузель Любисовну Удачину для избрания на должность судьи Конституционного суда Республики Татарстан. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать представление председателя Государственного совета и рекомендации комитета по законности и правопорядку. Благодарю вас. Кто за то, чтобы утвердить кандидатуру и избрать на должность судьи Конституционного суда Гузель Любисовну, прошу проголосовать. Настолько аппарат у нас это регламентный. Принимается. Еще одно заметное событие недели. По случаю столетия республиканского парламента в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева была организована выставка исторических документов Татарского Центрального исполнительного комитета ТАТЦИКа. На выставке представлены основополагающие документы, такие как положение о ТАТЦИКе, отчеты, стенограммы заседаний, фотографии, удостоверения и значки членов ТАТЦИКа, Конституция ТАССР 1937 года. Выставка посвящена столетию образования ТАТЦИКа, а ТАТЦИК – это предтеча современного парламента. Высший орган власти, вновь образованный, автономной Татарской Советской Социалистической Республики АТССР. Как раз 26 и 27 сентября, то есть 100 лет назад, собирался учредительный съезд Советов, первый съезд республики, и на своем заседании были избраны и ТАТЦИК, Татарский Центральный исполнительный комитет, и Совнарком республиканский. Вот этому посвящена выставка. Первый наш стенд подробно рассказывает. Далее мы постарались представить все основные основополагающие документы, положения о ТАТЦИКе, отчеты, стенограммы заседаний. Всего состоялось за это время 11 сессий, 11 съездов Советов, и в перерывах ТАТЦИК исполнял руководящие функции, то есть практически все руководство республики осуществлял этот орган власти. В разное время им руководили разные люди. Мы также вот подробную информацию подобрали о них. И, в общем-то, надо сказать, что времена были очень сложные, поэтому они часто менялись. Из 7 человек, руководителей ТАТЦИКа, 5 были репрессированы. Мы проводили большую работу, вот наши сотрудники Государственного совета Республики Татарстан. Нашли ряд захоронений, которые были неизвестны, восстановили детали их биографии. Ну и вот все, что мы нашли. Среди этого есть новые, никогда не демонстрировавшиеся ранее материалы. Мы выставили, представили на этой выставке.
Ну вот и все на сегодня. Рассказ о деятельности депутатов республиканского парламента продолжим в следующее воскресенье, 4 октября. До встречи на ТНВ и до свидания.